Семинский перевал – одно из знаменитых мест в Горном Алтае. Это самая высокая точка Чуйского тракта, соединяющего Сибирь с Монголией и Китаем. Его высота 2000 метров над уровнем моря. Подъем на перевал имеет длину 9 километров, а спуск – 11. Раньше перевал был сложным участком дороги, так как в верхней части подъема попадались болота, и в ненастье зыбкая почва совсем раскисала. Еще в начале 30-х годов через Семинский перевал с великим трудом пробирались на лошадях. Старинное алтайское название перевала – Диял-Минку – «Вечная гора». Его преодолевали скифы и орды хана Батыя. На вершине Семинского перевала установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России, когда, спасаясь от цинских китайских войск, местные жители ушли под защиту русских крепостей и приняли подданство России. Семинский перевал имеет статус государственного природного памятника. Здесь очень разнообразная растительность, великолепная кедровая тайга с субальпийскими лугами и горным разнотравьем. Здесь расположен спортивный комплекс «Семинский», центр подготовки Олимпийского резерва России. Вячеслав Яковлевич Шишков, замечательный русский писатель и автор проекта Чуйского тракта, в своем письме сообщал: «Приветствую вас с Алтая, из села Топучево, что у подножия Семинского перевала. Алтай очень хорош, я давно люблю его. Хочется воспеть его, прославить, но где мне взять звучных струн, где взять мощь и красоту слова?» Именно здесь, на Семинском перевале, состоялась 5-я встреча представителей Ассоциации природных парков Алтая. Основной задачей этого совещания было информирование о проблематике развития сети ОПТ регионального значения и показать перспективу, не просто пожаловаться, приехать, собраться, да, а наметить пути решения. Все понимают эту проблему, то есть развитие сети, но есть разные проблемы финансовые, юридические. И вот над этим мы думали 2 дня, и конкретные предложения есть, и мы это будем дальше лоббировать на уровне правительства Республики Алтай, законодательного собрания. Природные парки – сравнительно новая форма организации особо охраняемых природных территорий. Они имеют своей целью сохранение биоразнообразия территории парка, памятников духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада жизни и традиций природопользования местного населения. Сейчас в Республике Алтай функционирует 6 природных парков. Это природный парк Белуха в районе горы Белуха, Аргут, район реки Аргут, Уч-Энгмек и Чуй-Оузы в Ангудайском районе, Катунь в Чемальском районе и природный парк Укок на плоскогорье Укок. Все они находятся на стадии становления, и проблемы имеют сходные. Основные проблемы – это главная проблема у нас сейчас стоит, что финансовые затруднения. Все-таки для развития парка нужны какие-то средства, ту же, например, науку развить у нас, или, например, это же охрана территории нашей. Хотя бы вот, большая территория, представьте, 131 тысяча гектаров, ее охраняют, например, 2 егеря. Это невозможно. Далее, конечно же, проблема, вот я и говорю, сразу перехожу на сотрудников. То есть у нас нет квалифицированных сотрудников. У нас острая проблема. Сейчас с каждым годом увеличивается поток туристов. Именно на основной маршрут у нас, вот именно в парке Белуха, это подножие горы Белуха, да, озеро Акемское. И там у нас с каждым годом, считаю, увеличивается вот этот поток. И, конечно, мусор, вот это главная проблема. В этом году решили сделать эту акцию, или кампанию, мы даже ее называли, акция «Чистая Белуха». И привлекаем не только, например, природоохранных организаций, но и бизнес, турбизнес, там, администрация, то есть наше управление. Хорошая акция. Да. И мы хотим ее сделать как бы ежегодно. Природный парк Укок образован совсем недавно, в этом году. Хотя территория плато Укок всегда являлась для людей заповедной зоной, священным местом. В 2004 году
закончился срок действия положения о зоне покоя УКОК. Да? И тем более, когда он 10 лет существовала эта зона покоя УКОК, не было администрации. И вообще вот то, что мы придумали, зона покоя УКОК на региональном уровне, оно никак не прописывается на федеральном законодательстве. Вот. Поэтому, когда срок действия этого положения заканчивается, мы начали движение по повышению статуса этой территории и решили создать природный парк. Природный парк удовлетворяет всем требованиям. Это инициатива коренного населения, управляется коренным населением. И, естественно, там зонирование, ядро, рекреационная зона, хозяйственная зона. Да. Мы прошли все процедуры согласования и получили первый парк на Алтае, который получил согласование от Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Вот. И, соответственно, мы легитимны. И самое главное, есть администрация парка, дирекция, и в составе парка 5 человек работает. Это, я надеюсь, это временно, потому что все равно на площади 254 тысячи гектар одного инспектора очень мало. Да. И мы бы, конечно, хотели, работаем, вернее, в направлении того, чтобы увеличивать штат инспекторов. Июль 2006 года мы начинаем экологическую кампанию «Чистая Белуха». Именно так и началась акция «Чистая Белуха». Здесь, у самого подножия Алтайской святыни, на берегу Аккемского озера, расположилась туристическая база «Высотник», метеостанция, отряд спасателей. Это территория природного парка «Белуха». Сюда стремятся люди из разных уголков нашей страны, а также ближнего и самого дальнего зарубежья. It's Belucha for you. Belucha for me is the center of my soul. Белуха – это центр моей души. Впервые я приехала сюда 7 лет назад, и когда я вернулась, моя жизнь изменилась. And Belucha is my home, and I come every summer, and Я приезжаю сюда каждое лето и возвращаюсь обратно, чувствую себя здоровее и моложе. Я очень люблю горы. Я думаю, что горы – это жизнь человеческой души. Мы не должны охотиться, рвать цветы и оставлять мусор. Единственное, что мы можем оставить, это следы наших ног на дорожках, а также делать фотографии на память. Люди стремятся к Белухе по разным причинам. Кто просто посмотреть на невиданный доселе природный объект, кто восхитится красотой здешних мест, а кто духовно утвердится, прикоснувшись к живому воплощению многочисленных легенд о стране счастья, которая как будто бы находится где-то здесь, а если повезет, можно найти ее следы и признаки. Как бы там ни было, люди идут к подножию Белухи каждый своим путем и каждый со своими надеждами. И каждый оставляет после себя, помимо следов на дорожках, кучку мусора. Величина и количество мусорных кучек растут с каждым туристическим сезоном. Ну вот, а говорили, что здесь чисто. На самом деле чистое и святое для многих место подножия Белухи оказалось совсем нечистым. Мусор уже стал неотъемлемой частью местного пейзажа, совсем как на берегу Катуни в районе Чемала или озера Ая в разгар туристического сезона. Это обстоятельство очень обеспокоило работников природного парка «Белуха». И именно они стали инициаторами акции «Чистая Белуха». И вот уже мы как бы прошлись по берегу озера Аккем и набрали буквально за 30 минут целый мешок этого мусора. В акции приняли участие туристы, оказавшиеся в это время здесь. Мы проводим акцию «Чистая Белуха». Если мы хотим привлечь туристов и местное население, и вообще всех посетителей нашей территории, в уборке вот этого мусора за собой, за чужими даже, если, конечно, бывают такие люди, которые оставят за собой. Смотрите, вот сейчас мы увидели, вон там,
вас? Там, да, Сейчас поубрали, пытались проводили. копать, которые, да? Да. Вот сейчас книжки пока вот раздаем, Давайте. чтобы помогли хотя бы вот в этом радиусе этой стоянки убрать. Хорошо? Да, хорошо? Никого не надо было уговаривать и долго убеждать. Всем порядком надоел этот натюрморт из пластиковых бутылок, мешков и прочего мусора среди цветов и пышной растительности высокогорья. В этом году начата акция «Чистая белуха», вообще компания «Чистая белуха», которая будет проводиться у нас ежегодно. И каждый, кто собирается в будущем посетить эти места, должен озаботиться мыслью о том, куда я дену свой мусор. Есть два взаимодополняющих способа. Первый – брать как можно меньше упаковочного материала, ведь именно упаковка составляет большую часть мусора. И второй – все, что осталось, унести с собой домой. Только тогда подножие алтайской святыни красавицы Белухи останется в прямом смысле чистым, и у людей будет больше шансов найти следы и признаки легендарной страны счастья Беловодья. Ведь именно отсюда берет свое начало река Аккем, в переводе «белая вода». Вода в реке действительно абсолютно белая. Вот вам и первый признак. А акция «Чистая Белуха» продолжается, и вы ее участники. Июль 2006 года мы начинаем экологическую кампанию «Чистая Белуха». В природном парке Белуха прошел семинар по экологическому туризму. Его участники – инспекторы природных парков Республики Алтай, представители общественных экологических организаций и туристических фирм, преподаватели и студенты профильных учебных заведений. Все они ставят перед собой одну цель – сделать сферу туризма более экологичной, научить отдыхающих правильно организовывать стоянки, убирать после себя мусор, уважать культурные традиции местного населения. С этими проблемами сталкиваются не только на Алтае. Представители общественной организации, которая работает в американском природном парке Адирандак, рассказали, что территорию их парка в год посещают 12 миллионов человек. И еще 30 лет назад последствия такого массового паломничества туристов были впечатляющими. Кучи мусора, вытоптанные поляны, вырубленные деревья. Тогда-то в парке силами энтузиастов и была разработана программа экологического туризма под названием «Не оставь следа». С принципами ее работы американские специалисты и познакомили своих алтайских коллег. Основная цель проведения данного тренинга – это общение и обмен информацией о том, как вести себя на природе, то есть этика поведения на природе, как туристов, так и посещающих, и также работников парка. Каким образом стоит политику взаимоотношений землепользователей, то есть всех нас на природе. И в Америке была разработана очень хорошая программа, которая называется «Не оставь следа». Мы просто взяли эти разработки и попытались адаптировать к российской действительности. Чтобы сделать туризм более экологичным, чтобы научить людей любоваться природой, не разрушая ее, необходимо не только просвещать население, но и повышать уровень профессиональной подготовки специалистов самой туристической сферы. К такому выводу пришли участники семинара, среди которых были и преподаватели профильных учебных заведений. Но чем запомнится этот семинар в первую очередь, то что те принципы, которые выделены для охраны природы, они очень простые и очень хорошо сформулированы. Как бы все об этом уже давно знали, так или иначе с этими принципами встречались, да, где-то, может быть, в детстве на уроках природоведения, кто-то, может быть, в школе, в более старших классах, кто-то по своей работе. Но так или иначе это все было как-то разрознено, а здесь, на этом семинаре, все это как-то собрано воедино, все это хорошо сформулировано, тем более такие методики, которые применяют, скажем, вот эти наши коллеги из Соединенных Штатов, они очень интересные, они действенные, они работают. А где вы будете этот опыт применять? Я, естественно, буду применять это в своей работе, на уроках производственного обучения в профессиональном училище, где я преподаю
на профессии организатор туризма. Я буду это применять, скажем, на уроках экскурсоведения, так как являюсь еще преподавателем этого предмета. Ну и вообще, как бы, этот семинар, он дал мне очень много для моей работы. Как известно, любая теория только тогда дает результат, когда подкрепляется практикой. Поэтому участники семинара провели экологическое обследование территории туристической базы Тюнгур, убрали мусор и лишнее костровище. На этом месте было старое костровище, которое мы убрали, все камни выбросили вот туда вот, в реку обратно, постарались придать этому месту первозданный вид, засыпав его листвой, и сделать все возможное, чтобы на следующий год здесь заново выросла зеленая свежая травка. В природном парке Адирандак, как рассказали американские коллеги, посетителям предлагают разводить костры на специальных железных лотках, чтобы не выжигать почву. В визит-центре парка можно приобрести специальную пластиковую лопатку для закапывания биологических отходов и туалетной бумаги. О том, приживутся ли в наших условиях такие нововведения, пока говорить рано. Но ясно одно: чтобы сохранить территорию Горного Алтая в ее девственной красоте и чистоте, всем нам, кто хоть однажды побывал здесь, стоит задуматься, какой след мы оставили после себя. Но зовет нас путь, подгоняют ночи